Месторождение Кумтор находится на высоте 4000 метров над уровнем моря. Климат высокогорный, с прохладным летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура минус 8 градусов, а минимальная может опускаться до минус 40. Уровень естественного радиационного фона не превышает средних показателей по Кыргызстану. Кумтор Gold Company с самого начала работы активно реализует программы, направленные на уменьшение вредного воздействия на природу. В рамках концессионной площади рудника действуют различные точки мониторинга окружающей среды. Экологи Кумтора регулярно отбирают пробы воды, производят замер потока воды. Метеостанции отслеживают погодные условия. На специальных станциях отбираются пробы грунтовых вод. Регулярно отслеживается и качество воздуха. А состояние воды после очистки контролируется на нескольких точках контроля соблюдения нормативов качества воды. Источником технологического и питьевого водоснабжения на руднике Кумтор является озеро Петрово. Оно расположено у одноименного ледника, который спускается с северо-западного склона горного массива Акши-Ирак. В год руднику нужно около 5,5 миллионов кубометров воды. Это примерно 6-7% от общего объема притока озера. Из озера Петрова берет свое начало река Кумтор, которая является одним из притоков главной водной артерии Кыргызстана – Нарына. Если сравнить приток реки Нарын с домашней ванной, то объем потребления Кумтором воды будет равен всего-навсего одному маленькому стакану воды. Экологи Кумтора скрупулезно следят за количеством потребляемой воды на производственные и бытовые нужды рудника. Показания специальных датчиков, установленных на очистных сооружениях, постоянно регистрируют потребляемый объем воды. Пройдя весь производственный цикл и тщательную многоступенчатую очистку, вода после одобрения государственных служб возвращается обратно в природу, сбрасываясь в реку Кумтор. Показатели сводозабора и объем возвращенной в природу воды практически равнозначны. Промышленное производство золота началось в мае 1997 года, и вплоть до июня 1999 года, до завершения строительства очистных сооружений, весь объем промышленных отходов накапливался в хвостохранилище. С начала запуска очистные сооружения постоянно модифицируются и сегодня способны очищать до 1700 кубических метров промышленных стоков в час. В ближайшем будущем компания планирует увеличить объем производительности очистных сооружений. Но процесс очистки начинается уже в самом хвостохранилище. Помогает природа. Под действием ультрафиолетовых лучей солнца и кислорода в воздухе происходит разложение цианидов. Дно хвостохранилища расположено под наклоном, поэтому твердые частицы, которые содержатся в пульпе, оседают у основания дамбы, а отстоявшаяся жидкая фракция стекает в прудок хвостохранилища. Мощные помпы перекачивают воду в первый пруд очистных сооружений. Всего же в процессе очистки используются 3 пруда. В первых 2 прудах происходит разложение цианидов и очистка от тяжелых металлов. В последнем, 3-м пруду уже очищенная вода дополнительно отстаивается. Система очистных сооружений действует на основе запатентованной технологии INCO. Поступающие из фабрики хвосты состоят примерно на 50% из воды и на 50% из твердой фазы. Промышленные стоки поступают в хвостохранилище. Надежной защитой от попадания пульпы в грунтовые воды служит вечная мерзлота и уложенная на основании сооруженной дамбы сверхпрочная пленка, выдерживающая термо- и химические воздействия. Насосами отстоявшаяся вода из хвостохранилища перекачивается в первый пруд. Под воздействием солнца, кислорода и химических реагентов происходит разрушение цианидов. Во втором пруду происходит очистка от тяжелых металлов. Далее вода попадает в 3-й пруд, где уже очищенные промстоки находятся более 3 недель до их сброса в реку Кумтор, пока окончательно не осядут все примеси. За процессами, которые происходят в каждом пруду, наблюдают как экологи золотодобывающей компании, так и специалисты государственных органов. А прежде чем попасть в реку Кумтор, качество воды проверяют в нескольких независимых лабораториях. Зимой и поздней осенью очистные сооружения промышленных стоков не работают. Пульпа, которая идет с фабрики, все это время накапливается в хвостохранилище.
Этот чем-то похожий на металлический улей ящик на самом деле современный прибор для замеров количества пыли в атмосферном воздухе. Еще 5 таких ульев установлены в разных точках рудника. В отсек экологи устанавливают хлопчатобумажный фильтр, через который насос прибора прогоняет окружающий воздух. Частички пыли при этом оседают на поверхности фильтра. Зная разницу в весе между чистым и уже отработанным фильтром, применяя математические формулы и учитывая еще некоторые параметры, например, температуру воздуха и атмосферное давление, специалисты легко могут посчитать количество пыли в воздухе. Пылемеры установлены и на протяжении всей технологической трассы, которая ведет на рудник. Среднегодовой уровень запыленности на Кумторе находится в пределах нормы. В теплый период года дороги на руднике и технологическую трассу, ведущую на рудник, обязательно по несколько раз в день поливают водным раствором, а в зимнее время в целях безопасности используется раствор хлорида кальция. В рамках программы мониторинга биоразнообразия на руднике осуществляются регулярные исследования и наблюдения за дикой природой, растительностью, птицами и животными. Эти работы осуществляются специалистами золотодобывающего предприятия совместно с учеными Национальной академии наук Кыргызстана, международными экспертами и сотрудниками Сарычат-Эрташского заповедника, открытию которого в 1995 году способствовала компания «Кумтор». На площади рудника и прилегающей к нему территории постоянно обитают архары, горные козлы, волки, сурки, каменные куницы, 59 видов птиц. Из них 4 вида внесены в Красную книгу. Корпоративная политика компании «Кумтор» построена вокруг идеи, что каждый человек в душе должен быть экологом. Иными словами, понимать, что современный стиль жизни невозможен без бережного отношения к окружающей среде, без восстановления гармонии человека и природы. В компании введен принцип раздельного сбора отходов. На 50% сокращены объемы твердобытовых отходов, подлежащих захоронению. Почти 100% промышленных отходов сортируются и отправляются на переработку, как и пищевые отходы столовой и жилого лагеря. В тестовом режиме работает станция переработки биоразлагаемых отходов. Остатки пищи из столовой перерабатывают в компост, высококлассное органическое удобрение, которое складируется и будет использовано после закрытия рудника для восстановления плодородных свойств почвенно-растительного слоя. Компания активно сотрудничает с агентством по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана. Метеорологическая станция рудника Кумтор является частью национальной метеорологической сети, которая обеспечивает метеоданными, необходимыми для безопасной и эффективной работы в экстремальных климатических условиях. Фундамент экологической программы предприятия – концептуальный план по выводу рудника из эксплуатации. Он охватывает собой все действующие сегодня производственные объекты – хвостохранилища с очистными сооружениями, карьер, отвалы вскрышных пород, а также фабричный комплекс со всей его инфраструктурой. Процесс подготовки к рекультивации земель на Кумторе ведется постоянно. Уже есть первые результаты эксперимента по восстановлению травяного покрова на бывших промышленных участках. Задачи, которые стоят перед компанией по выводу рудника из эксплуатации – максимальное соблюдение нормативных требований, минимизация остаточного воздействия на окружающую среду, обеспечение геотехнической стабильности объектов рудника, обеспечение охраны здоровья населения и безопасности, возврат земель в пользование на подходящие нужды после закрытия рудника. В своей деятельности Кумтор Голд Компани соблюдает все нормативы по охране окружающей среды, придерживаясь законов Кыргызской Республики, а также мировых промышленных и экологических стандартов. Мы живем в хрупком мире, который так важно сохранить для будущих поколений. Вот почему сегодня проект «Кумтор Золото» – это большие амбиции, серьезное финансирование и соответствие экологическим требованиям и стандартам.